расскажи, наверное, вообще ты со скольки лет поешь? Как ты вообще пришла к тому, чтобы петь? Я пою профессионально я начала заниматься с 11 лет. Так, в детстве я что-то напевала постоянно. Вот, и это была очень такая, на самом деле, большая история в моей жизни. Именно связать с музыкой себя. И на самом деле я очень рада, что я выбрала заниматься именно музыкой. Вот, и, Я наверное... к чему просто спрашиваю. У многих наверняка в детстве все мечтали петь там, под музыку, там, MTV, стояли там типа с микрофоном, да, но мало у кого получилось пройти с этим дальше и заниматься этим профессионально. Не у каждого голос, вот у меня, например, не получится никогда, у меня голос Ну, звучит себе. очень хорошо, на самом деле, мне кажется. Есть объемные такие ноты. Ну, медведь на ухо наступил, скажем так. Но это тоже исправимо. Да, у тебя получилось, и как ты вот этот вот путь хотел бы, чтобы ты вот вкратце хотя бы рассказала, как у тебя получилось, ты занималась этим, у тебя в принципе талант к этому, несомненно, есть, но как ты его развила? На самом деле, конечно, даже если присутствует талант у человека, в любом случае нужно упорство, некая такая настойчивость обязательно, особенно вообще в любой профессии, но в творческой это в особенности важно, потому что насколько бы ты ни был гениален, если ты ничего не делаешь и не прикладываешь для этого каких-либо усилий, у тебя не получится просто быть видимым, не то что уже о какой-то популярности или о каком-то продвижении, чтобы шла речь. Вот. И, конечно же, я занималась с детства с педагогом, который, кстати, из Абхазии, я до сих пор с ней занимаюсь. Это Аида Артемовна Шароян. Она очень сильно на меня повлияла во многих аспектах, как в творческом, так и в личном, в плане подачи, музыкального вкуса. И, конечно же, это долгое такое развитие, оно дает свои плоды. Ты участвовала в конкурсах, может, каких-то местных? В местных нет. На самом деле, первый мой конкурс, я вот поняла именно, который в телевизионном формате, это вот был этот конкурс «Ну-ка все вместе». И то есть это твой первый опыт выхода? Это вообще, вот да, я на понимаю, что такую это прям сцену? первый мой опыт такой. Волновалась? Конечно, было волнение, была огромная ответственность, ощущение того, что надо вот все сделать четко, правильно, и чтобы все было максимально круто. Поддержка. Кто был в поддержке у тебя? Ой, в поддержке у меня были... Вообще, на самом деле, меня огромное количество людей поддерживало, поддерживает. Я безумно за это благодарна каждому человеку, за все комментарии. Но в поддержке были те люди, которые были в Москве. Вот. Также мой педагог, она специально прилетела в Москву. Также она со мной позанималась, мы с ней все тоже выстроили правильно. И да, вот она была, и мои друзья. И брат, кстати. Понимая то, что ты никогда не была на таких огромных конкурсах, скажем так, в таком шоу, как ты решилась вообще даже вот просто подступиться к этому? Ну, на самом деле, я давно об этом мечтала, давно наблюдала за этим конкурсом. Он для меня является самым таким масштабным вообще в России. Он является очень таким максимально профессиональным. И действительно, когда ты понимаешь, что тебя оценивают не какие-нибудь 4-5 человек, а целые 100, это, конечно, масштаб, просто он завораживает. А на кастинге там не сотня, там сколько, 6, кажется? На кастинге нет, на кастинге 10 человек. 10. Вот, но при этом в силу того, что с недавнего времени они ввели очный кастинг, это намного стало сложнее именно для людей, которые являются участниками, потому что ты наблюдаешь непосредственно всех людей, которые пришли туда, это тоже некое давление. И вот было около 13 тысяч человек, около 13 тысяч заявок, вот, и вышло из них всего 64 человека, в которые входила я. Ну, это вообще запредельно. Я считаю, что пробиться вот сквозь эти 13 тысяч человек. И потом, там на кастинге вы, скорее всего, все были в одном помещении, общались друг с другом. Да. Были такие мысли, что типа, ой, нет, знаете, я, кажется, не пройду? Нет. Тут столько таких людей. Нет, таких мыслей совершенно не было. Было волнение, естественно.
и ты вот слушаешь других людей, других участников, понимаешь, что действительно есть такие талантливые ребята, и вот тоже как бы оцениваешь, ну, это чисто профессиональная такая структура. Вот, за некоторых я уже была рада, потому что видела и думаю, да, классно, очень здорово. Вот, и было просто огромное ожидание с самого утра, то есть буквально с 7 утра люди собирались, чтобы встать в эту очередь, чтобы смочь туда вклиниться и в итоге дойти, там сначала был кабинет, потом уже после кабинета, после продюсеров и редакторов был выход непосредственно к десятке, в которой состоял Сергей Лазарев и также многие-многие другие звезды. Вот. Здравствуйте, меня зовут Валерия Делба, мне 21 год, я родом из солнечной Абхазии, город Сухум. Я являюсь студенткой первого курса магистратуры в Московском государственном институте культуры. Изначально родители вообще были против, и я написала им сообщение, ушла из дома, где я заявила о том, что я хочу связать жизнь с музыкой. Я понимала, что мне хочется именно в Москву и там проявить все свои возможности. Они все обдумали и дали добро на то, чтобы у меня это все развивалось, но чтобы я действительно добивалась целей назначенных и чтобы это было все не просто так. Я приехала специально в Питер за 2 дня буквально до кастинга. Самый такой для меня важнейший комментарий, который я получила, был от Сергея Лазарева, который мне сказал, что я молодец, что я дожала и что я сделала максимально все правильно. Лера, стой! А мне кажется, дожала. Дожала. Молодец. Мне очень интересно поучаствовать в этом проекте, так как он для меня является максимально профессиональным, максимально объективным, и действительно спеть перед сотней — это огромная честь, радость, и я счастлива, что я попала сюда. Для меня это уже огромная победа, и я не планирую останавливаться. Я очень сильно уже хочу выйти на сцену и показать сотне, на что я способна. На самом деле, выбор песни это является очень такой основной все-таки частью, потому что от этого зависит уровень твоего раскрытия твоего голоса и в целом потенциала. Вот, и, конечно же, очень тщательно выбирала этот пункт. Вот. И первую песню, которую выбрала, она была неизвестной. В некотором смысле это вышло хорошо, в некотором нет, потому что когда песня на слуху, все-таки как будто хочется... Да, инстинкт такой, нажатие присутствует. Вот. И из-за этого как бы поняла, что все-таки стоит еще дать, как скажем, мысль на то, чтобы взять другую песню, которая уже такая более известная. Но, конечно же, это все тоже проговаривается с редакторами, и через них это уже все проходит, когда уже дело доходит до конкретного выступления перед сотней. Ты же можешь влиять на этот выбор. И это прям... Ты боролась за песню, которую ты в итоге выбрала? Ты чувствовала, что она твоя, что именно ее ты должна спеть? На самом деле у меня было конкретных 2 песни, которые я хотела бы исполнить. Вот. И в целом там такая история, что ты предлагаешь свой репертуар. Иногда бывает, что тебе дают совершенно другое, иногда конкретно из этого репертуара. Так что мне выбрали из моего репертуара, но для меня это был неожиданный выбор. Вот. Но на самом деле съемочная команда, она была максимально сплоченная и максимально было комфортно с ней работать, поскольку организация была просто на невероятном уровне, и сделали специально для этого проекта, всегда пишутся аранжировки новые, и под меня все там подстроили в плане аранжировки, тональности и многих других аспектов. Ну вот насчет подготовки. Как проходит подготовка? Много репетиций у тебя прошло? Сложно ли было, в принципе? На репетиции еще ладно, ты выходишь, там нет этой сотни. Потом, когда ты выходишь уже в эфир, скажем так, видя эту сотню, тебе было вот эти вот ощущения хочу понять. Я вряд ли когда-нибудь на такое подпишусь. Вот от репетиции до эфира, как это происходило? Ну, это настолько неописуемые на самом деле ощущения. Вот как в телеэкране видится все масштабным, так и в жизни. Ты выходишь, просто я вот так вот вижу перед собой огромную стену,
я понимаю, что у меня даже глаза в некотором смысле разбегаются от того, насколько там много места, и вот как бы даже можешь кого-то даже и не увидеть, настолько там такое большое пространство. Вот. Но репетиции тоже проходили, конечно же, но их было не такое большое количество конкретно на сцене. Это чисто вот прогон, понятие того, насколько тебе удобно по звуку, по звучанию самому, если что-то подправить. И там присутствовали люди, которые могли все это проконтролировать и помочь. Ну, вот сейчас мы сказали за то, что у тебя глаза разбегались. Когда ты пела, скажи, ты прям пыталась считать, сколько человек встало? Нет, это на Или самом... вообще не до этого? У тебя в голове Вообще. сейчас музыка? У тебе меня в главное голове, вот это. да. У меня в голове была только музыка. Я знаю ребят, которые вот так вот глазами бегали, просто у них вот жесткая математика какая-то была в этот момент. Но я понимаю, что я гуманитарий, во-первых, мне это не надо, мне надо свое сделать, а дальше уже как будет, так будет. Даже когда баллы уже выходили, я просто смотрела и такая, ой, да, точно, баллы. То есть у меня настолько было погружение в музыку, погружение в песню. Я пела песню «Сумасшедшая», вот, Анжелики Варум. На самом деле очень такая сильная песня, и максимально постаралась проникнуться ей и передать все, что она в себе заключает. Когда ты вышла на сцену и представилась, у тебя была очень интересная шутка. Такая, чуть-чуть подкупила, скажем так, Сотню. Как отреагировала Сотня? Ну, мне кажется, там такие бурные эмоции были на этот счет, потому что ребята выходили, говорили, ой, очень рада там выступить сегодня и так далее, больше про свои эмоции. А мне захотелось максимально сакцентировать на том, что я из Абхазии, потому что для меня это очень важно, я представляю страну, и мне было очень радостно на самом деле это говорить. Ты вышла 8-я по счету, то есть последняя. Да. Это страшно, невероятно страшно. И во время, вот ты сказала, то, что у тебя не было сомнений в том, что ты пройдешь на передачу. А выходя 8-й и видя баллы, которые есть уже, у тебя была хотя бы такая вот маленькая мысль о том, что, ну, как бы все, я, возможно, не пройду? Ну, как сказать, на самом деле огромное количество вообще разных мыслей было, поскольку нужно было быть на площадке уже, по-моему, в 7 утра или даже раньше, и приходилось пока доехать и так далее. Я целый день была в ожидании этого всего. Я понимала, что мне уже физически плохо в плане ожидания, в плане каких-то эмоций, в плане вот всего вообще, что вижу и так далее, софиты. Утомляет, Да, это правда очень утомляет на самом деле. Вот, и я уже хотела поскорее спеть. Я просто там уже круги наматывала, хожу. Я просто без остановки, как юла, крутилась. Вот, потом это, так скажем, сказалось на выступлении. К сожалению, был такой чуть-чуть маленький инцидент. Девочка, все правильно. Ой, какая красота выходит к нам. Вечернее платье. Значит, будет что-то не танцевальное. Ой, я ее помню. Помнишь? Да. Произвела впечатление, да? В красном, девочки, это вы сегодня тоже открывали в красном, она закрывает в красном. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Делба Валерия, мне 21 год. Я родом из солнечной Абхазии. И, знаете, у нас в Абхазии все друг другу родственники. И после сегодняшнего выступления я верю, что у меня появится еще 100 новых. Боже мой, какое очарование. Вот чувствовала, что что-то будет такое вот оттуда. Сейчас будет что-то на красивом. Господи, какая она роскошная. Принцесса Аладдина. Главное, чтобы она здесь классно спела. В прошлый раз, ты знаешь, она потихоньку, но нас все-таки докачала. Опасно, Варум. Зеркала разбиты, все мосты дотла.
Мне нравится, что русская песня. Ой, как хорошо, мне нравится плотно. По краю пропасти. Многие еще не понимают, что на русском языке очень тяжело петь. И я На опять английском схожу с ума. намного проще. В душе огонь, в душе война. Слепой любви и гордости сумасшедшая. Вслед за ним босиком по стеклу. Больно, больно, но я бегу, за ним бегу, сумасшедшая. И тесно в этой песне, Вслед тесно. за ним раскаленный огонь, раны солью, но я за ним, я бегу, без него не могу все забыть, в мечтах укрыться, просто жить и раствориться в городе, То ли низко и падает. на любви табу. Но висок опять пронзит его звонок. Я не усвоила урок и вновь бегу, за ним бегу, сумасшедшая. Вслед за ним босиком по стеклу. Больно, больно, но я бегу, за ним бегу, сумасшедшая. Вслед за ним раскаленный огонь. Она не подвинет, Евгения. Раны солью, но я за ним, я бегу, без него не могу. Мне кажется, это сложнее, чем фильм. Сумасшедшая. Да однозначно. Сумасшедшая. 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 Вслед за ним босиком по стеклу. Больно, больно, но я бегу, за ним бегу, сумасшедшая. Давай! Но я за ним, я бегу, без него не могу. Да что же будешь делать? Да А у нее что во ж ты рту вы- пересохло, она глотнуть не может. У нее все сухо во рту. Ей плохо. Ты просто нас перепугала. Мне однажды так на концерте муха залетела. Ну реально, правда. Я Вот это- пою там- Ой, какие дорогие связки, боже мой, Не, я золотой так- голос. Нет, я помню, я пою там та-на-ни-на-на, и то вот так это. Ну, люди с успехом восприняли это. Все нормально, а то мы переволновались. Да, Из-за того, что у меня произошла вот такая ситуация, я просто была в некой абстракции. Это даже видно по моим глазам, я просто стояла и не понимала, что происходит. И я понимаю, что просто у меня вот в голове уже вот так вот все как-то максимально кружится. Вот. Но при этом я считаю, что я достойно выступила все равно. То, что вокально это было хорошо, это было действительно профессионально, потому что по окончанию эфира огромное количество экспертов ко мне подошло. На самом деле высказала просто очень-очень много интересных заметок и слов. Лазарев подходил. Да, вот сейчас скажу про это. На самом деле мне говорили это максимально искренне. То есть это не было, то есть так я не замечала, чтобы кому-то еще так подходили, вот прям говорили, что жаль, что такая ситуация получилась, непонятно, почему так произошло, вот, но 88 баллов, я считаю, что это все равно такой хороший результат, но в силу того, что я знаю, что я могу и что эксперты сами видели, это, конечно, не совсем та цифра, которая могла бы быть, вот, и даже я это говорю не потому, что у меня какое-то такое самомнение, а потому что я действительно сужу по объективности экспертов, которые ко мне подходили и говорили. И даже сам Сергей Лазарев после моего выступления, он искал меня в гримерке, он нашел меня в гримерке и хотел со мной поговорить, обсудить со мной, как это все прошло и так далее, потому что он мне сказал
слова, которые меня восхитили, в плане того, что я всем понравилась, что действительно не было ощущения, что что-то прям вот... Ну, было понятно, что какой-то казус произошел именно на физиологической стороне, из-за чего получилось такое вот немного смущение. А так он сам сказал, что все эксперты довольны, что это было действительно круто, и были разговоры о том, чтобы я вернулась. Ну, это огромная поддержка, на мой взгляд. А когда к тебе подходят, я так понимаю, это не ко всем подходят так эксперты и так общаются, да? Да, на самом деле, это, ну, не сказать, что частая ситуация, да, конечно, высказываются и так далее, подходят, но, знаете, когда это дело касательно закулисья, тут уже история, когда камеры тебя не снимают, ты можешь действительно вот говорить все, что ты думаешь, и хотя там всегда так, что, как говорится на сцене, так говорится и после, вот, но было, правда, огромное количество поддержки выражено, и мне было приятно, что сам Сергей Лазарев, который является для меня огромным авторитетом в силу своего профессионального мышления, в силу своего огромного профессионального пути, который просто меня восхищает, сказал мне именно слова не просто поддержки, а именно свои мысли насчет этого и именно похвала. Да. Я часто смотрю этот проект, с семьей мы иногда собираемся, смотрим, и заметно, что Лазарев за каждого, Очень. кто выходит на сцену, он очень сильно переживает. Он сколько раз ругался даже с сотней. Да, это То есть в этом да. смысле Лазарев огромный человек. Это можно вообще сказать. неподдельные эмоции, это именно факт. Ты видишь, как человек переживает. Вот уже все отсняли, а он тут стоит и все равно думает за это. И это так приятно, потому что огромное количество конкурсов, к сожалению, своему, они как бы, так скажем, грубо говоря, работа на камеру. Вот, очень круто, очень классно, а потом все, пока. То есть, а тут это вообще не про эту историю, и это очень радует, и именно поэтому я решила, что я хочу пойти именно в этот проект. Что тебе больше всего запомнилось? Яркий какой-нибудь момент, помимо выступлений и выхода? Самый яркий, вот такой самый приятный момент из всего конкурса? Так трудно это сказать на самом деле. Может, за кулисами что-то было? Вот, ну, кроме, опять же, да. вот разговора. Но вот это для меня является, конечно, таким ярким моментом. Вот. И, наверное, то, что приглашенные в гости стали Алсу, Ева Власова, то, что они также выразили свое восхищение и свое какое-то внутреннее состояние от прослушивания меня. И мне было приятно, что Алсу выделила меня, сказав, что я уже готовый артист, что мне надо уже просто делать свои треки, выставлять их, и в целом все вот в таком духе. Давай мы тебя обрадуем сейчас. Давай посмотрим, сколько голосов ты набираешь. Обрадовал, называется. Нет, ну как, 88, ну какой кошмар. Все, вообще, все, ухожу я. Я вас понимаю. Вот, ты меня понимаешь. Давай, как-то заглаживай мои раны. Ты же выпустила кавер на песню Анжелики Варум, сумасшедшая. К вашим вокальным данным вообще вопросов никаких нет. Слышно, что там все очень хорошо, и вы как будто бы нам дозированно так давали, вот, возьмите вот нотку, а хотелось, чтобы вы всю последнюю часть вот там наверху загвоздили, как вы умеете это делать, и вам там хорошо, вам там гораздо, мне даже кажется, интуитивно, что вам там легче, чем в начале, внизу, потому что там у вас голос полетел, раскрылся, вы полностью... Мне кажется, она перенервничала. У меня ощущение, что что-то произошло, потому что я, когда впервые вступила на эту сцену, у меня пересохло во рту, и я не могла... Вообще ничего, у меня просто язык прилип к зубам, я вообще не знаю, как я пела. И у меня ощущение сложилось, что у вас произошло что-то примерно такое же, и что вы просто не справились. На самом деле, Валерия, с вашим голосом, с вашим диапазоном вы обозначили мелодию припева первый раз, второй раз, но потом вам уже там низко каждый раз. Вам нужно было сразу со второго припева уже брать выше. К сожалению, вот мне очень обидно, потому что явно, что талантливая певица. Да, безумно обидно, на самом деле. Но вот я уже 7 сезонов, я все время это говорю всем, как отче наш.
Ребята, голос раскрывается в определенной тональности. Да. Вы должны знать обязательно переходные ноты. Вы должны понимать, когда вы идете наверх, откуда вам легко прыгнуть туда, чтобы был этот трамплин. Полтона выше, полтона ниже меняет полностью окраску голоса. Иногда блистательный вокалист может выбрать не ту тональность и просто в ней увязнуть и не показать ничего. Потому что действительно у вас просто какой-то невероятный, у вас как голос, как фейерверк просто. Спасибо, спасибо. Он был такой сияющий, такой невероятный. И мне кажется, вы просто перегорели. Алсу, ты со мной согласна? Я согласна, что, наверное, волнение здесь сыграло какую-то роль, и выступать последней, конечно, это безумно сложно, так же, как и первый быть. Но ваш голос, Валерия, это просто космос, правда. Невероятно. Спасибо огромное. Вы для меня, ну вот, готовая юная артистка, красавица, Да вообще. красотка. Спасибо, Классный спасибо огромное. современный голос. Вам подобрать Ну, обидно, репертуар, ужасно. и вы просто вот будете сиять. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Очень обидно, нечего тут добавить, конечно, но, к сожалению, 88 голосов, и Валерия Делба не попадает в тройку лидеров. Да, но, может быть, все-таки, мне кажется, у нас есть такая опция, это только прерогатива Сергея Лазарева. Перед полуфиналом мы всегда кого-то добираем, вот самых сильных, которые вот взяли и покинули случайно проект, непонятно как. Поэтому я очень надеюсь, что Сергей вас запомнит, и сотни не будет против. И, может быть, мы вам позвоним. Ну, хотелось бы увидеть вас, потому что на кастинге вы были потрясающие. Наши овации всей сотни и всего зала вам. Спасибо большое. Спасибо за такие ценные слова. Я очень ценю. Спасибо. Валерия Делба покидает 7-й сезон под наши аплодисменты. Мне сейчас обидно за то, что реально данные у нее выбить 100. Да. Но да. она как будто этим шансом неправильно, не то, что не воспользовалась до конца. Она старалась... Перегоревшая, и вышло уже, лицо даже Перегорела. поникшее Я было. думаю, сколько ей лет-то вообще? 21. 20, маленькая девочка. Ой. Что ты вынесла для себя из этого конкурса? Какой опыт? Ты понимаешь, что ты не просто готовишься к чему-то, а ты в этом конкурсе растешь. То есть действительно, чтобы взять какие-то ноты, чтобы взять именно какую-то вот такую песню, надо еще больше поработать над собой. Где-то я даже была в шоке, что за кратчайший период времени у меня получилось отработать какие-то такие моменты, которые прозвучали в дальнейшем именно вот полетно и по вокальной структуре очень достойно. Вот. И что могу сказать вдогонку к общению с экспертами? Меня выделили не просто словами, а также мне Андрей Солод предложил сняться в его интенсиве. Он меня пригласил на свой интенсив, в котором мы разобрали, поделились опытом, и также он мне рассказал какие-то свои секреты, секретные техники, и вместе с ним мы также это все обсудили и сняли тоже видео на это все, как это все было, и он тоже говорил мне огромное количество разных слов, которые действительно очень сильно замотивировали меня на дальнейшие подвиги. Ну, это новые знакомства, новые друзья. Да. И, скажем так, конкурс дал тебе дополнительный... Это был как дополнительный трамплин к будущему. Если говорить о будущем, какие у тебя планы дальше? Участвовать еще в каких-то конкурсах или сольно начать выступать? На самом деле, я считаю, что проектная история, она очень сильно взрослит, она выращивает в тебе огромное количество ответственности, огромное количество именно стрессоустойчивости и возможности понимать все эти реалии, учитывая огромное количество времени, которое ты там проводишь на репетициях у гримера, у стилиста и так далее. Вот. И это очень важный опыт, который должен быть, потому что есть ребята, которые считают или говорят, что вот,
доход, зачем проекты, это не нужная история, но нет, это нужная история, когда ты правильно формируешь эти ресурсы, когда ты правильно можешь этим воспользоваться. И я в силу того, что выступала там, для меня это уже действительно огромный подвиг, в силу того, что было огромное количество людей на данном... Тебя увидели, тебя да, и узнали, это тебя дает огромный, услышали. да, конечно, трамплин, хотя бы потому, что тебя увидела вся страна, и не только одна страна, вот, и это действительно очень круто. И, конечно же, я планирую совмещать все это, я планирую в дальнейшем также участвовать в разных форматах, в разных шоу. Для меня это интересная вещь, это для самой себя прежде всего, потому что я учусь чему-то новому, есть разные абсолютно конкурсы, в которых разная задача стоит, вот, или хореография, когда добавлена, или еще что-то, это все равно, естественно, опыт, который должен быть у человека, прежде чем он вступит на сцену и скажет, вот, я сольно пою. Вот, поэтому, конечно же, помимо этого, я занимаюсь сольным продвижением. Ну, это и так сольное продвижение, и то, и то. Просто одно другому не мешает. Вот. И сейчас я участвую в проекте от Александра Шоуа, вот, который сделан благодаря фонду культурных инициатив ПФКИ. И совместно мы сейчас работаем над песнями, которые в дальнейшем будем продвигать. И в качестве как раз-таки артиста я выступаю в этой всей истории. И сейчас у меня и песня вышла уже. Вот, и мы работаем над дальнейшими песнями, которые также будут уже развиваться и выставляться. Вот. Так что все идет максимально полным ходом, и останавливаться я точно не планирую. Единственное, что мы можем, наверное, от всей нашей студии, это пожелать тебе удачи и идти вперед с гордо поднятой головой. Уверены все абсолютно, что у тебя все получится. У тебя уже все получается. Так что без лишних слов, удачи и Спасибо. всего самого Спасибо огромное. классного. Спасибо.